мир стал очень тревожный. Вот эти вот самые трубочки, провода в нашем организме. А почему верно. тогда наука только поняла? По мере эволюции формировались нервная система, гормональная система, иммунная и так далее. Ребенок потом будет все помнить. Должна слушать, например, классическую музыку. Красиво структурирует воду. Красиво и некрасиво, оно и к воде тоже относится. Не тело помнит, Поэтому а наша вода. Вода. Человеческий гнев бьет по организму самого того, кто гневается. Нервной системы, потом эндокринной, иммунной, и возникает болезнь. Представите какой-то что вы каком-то под каким-то куполом, и даже агрессивная собака увидит это, почувствует и обойдет стороной. Говорят врачи-наркологи, что наркологические болезни неизлечимы. На самом деле излечимы. Сегодня мир стал очень тревожный. Очень много стресса, очень много информационного шума. Люди стали болеть, медицины не справляются, психологи подключаются. Прочитав ваши исследования, ваши работы, я решила сегодня вас пригласить в гости. И думаю, за это время мы объясним нашим зрителям, что ответ прост и кроется в нас. Все дело в воде? Во-первых, разрешите вас поблагодарить, что пригласили в эту студию. И второе, да, корень всех наших проблем и, с другой стороны, всех наших возможных достижений в отношении сохранения здоровья – это вода. Ну, давайте вспомним, из чего состоит тело человека. Значит, тело новорожденного вообще где-то около 90% состоит из воды. Тело взрослого человека, конечно, содержание воды уменьшается, но все равно это не ниже 70-75%. Значит, и можно было бы сказать, что ну что такое вода? Некая жидкость. Давайте поясним. Да? Да. Таких жидкостей много, но вода из всех жидкостей, которые мы имеем при комнатной температуре, при температуре тела человека, это единственная жидкость, которая на самом деле имеет структуру. Благодаря особенностям строения воды, вода имеет свою структуру. Причем эта структура, она подвижна. Нельзя думать, что это вот, там, скажем, стена дома, сложенная из кирпичиков. Да? Значит, молекулы воды, они между собой могут менять свое взаиморасположение, но в целом поддерживается определенная структура. И вот благодаря этой структуре вода, в том числе в организме человека, в теле человека, вообще всех живых существ, она становится антенной, которая может воспринимать информацию из окружающего пространства, излучения различные, звуковые колебания. Это и мобильное устройство, да? Да, это мобильное устройство. И, в свою очередь, значит, благодаря вот своему такому структурированному состоянию вода может излучать. И то, что мы называем биополем человека, на самом деле это есть излучение структур воды. При изменении этой структуры генерируются импульсы. Вот. Это, во-первых, в инфракрасной области, во-вторых, это в видимой области света. И вот при очень сильных эмоциях, будем говорить, человека, да, значит, кванты излучения могут даже затрагивать близкий ультрафиолет. То есть вода и приемник, и излучатель. Тогда получается, когда человек, бывает же такое, когда ты находишься в каком-то состоянии, да, в агрессивном, да, дотрагиваешься до чайника, вся техника выходит из строя, да, это получается воздействие твоей воды. Конечно, конечно. Значит, я бы тут еще вот остановился на таком моменте. Значит, жидкие среды в организме человека. Все мы знаем, кровь, лимфа. И дальше есть еще, ну, внутри клеток, цитоплазма клеток, жидкая, да. И, значит, есть еще такая субстанция, которая на самом деле, это где-то около 60% воды в ней. Это называли межклеточная жидкость.
И до совершенно недавнего времени предполагали, что это межклеточная жидкость, ну вот, там, скажем, как вода в стакане просто, да? То есть она какая-то аморфная такая, неструктурированная, там перетекает между клетками и так далее. И только совсем недавно, вообще говоря, это уже в 21 веке, вот, недаром же говорят, что каждое новое тысячелетие начинается с научных прорывов. Вот в данном случае можно сказать, что наше третье тысячелетие после Рождества Христова, 21 век, действительно начался с очень больших прорывов, и прежде всего это в биологии, это в медицине, и просто по определению, поскольку и биология, и медицина связаны на самом деле с водой, то и в воде. Так вот, оказалось, что эта межклеточная жидкость, на самом деле, она не просто вот текучая среда, она тоже вся структурирована. Причем очень интересно она структурирована. Значит, мы знаем, что в теле человека есть еще соединительная ткань, коллагеновые волокна такие вытянутые, да? Так вот, оказалось, что эта межклеточная жидкость на самом деле содержится внутри трубочек соединительной ткани. То есть соединительная ткань – это некие полые трубы. Ну, там, например, водопроводные трубы, да, определенного диаметра. Но их внутренняя поверхность выслана определенными веществами, которые притягивают воду. И вот эта внутренняя среда этих трубочек соединительной ткани, она жидкая, она водная. И вода там за счет контактирования вот, с этим внутренним покрытием этих трубочек, она определенным образом структурируется. Молекулы воды выстраиваются определенным образом друг по отношению к другу. Я знаю по косметологии женской, что как раз-таки воздействие, когда они иссыхают, да, женщины стареют, люди стареют. А в ваших исследованиях вы говорите то, что именно воздействие на эти точки, на эти самые трубы, да, они передают сигнал. Вот я сейчас объясню. Значит, вот эти вот самые трубочки соединительной ткани, внутри которых находится вода, это фактически получается жидкие провода в нашем организме. С выходами на поверхность этих жидких проводов как раз в точках акупунктуры. Значит, при воздействии, например, иглотерапии, при сжигании, при просто даже определенном надавливании на эти точки, а вода, ведь она же полярна, молекулы воды, они имеют положительный, ну, дельта-положительный, частично отрицательный заряд. И получается, что вот это воздействие на акупунктурную точку, если оно приходится как раз на выход вот этого жидкого провода своего рода, да, то дальше сигнал по этому проводу передается как по электрическим проводам. То есть там идет поток электронов. Вся китайская медицина строится на этом. Да, да. А почему верно. Тогда наука только поняла и согласилась с этим? Я бы тут немножко даже по-другому сказал. Только начинает понимать. Только начинает. Еще не совсем. Еще не совсем, конечно, конечно. Значит, ну, вообще, восточная традиционная, прежде всего, китайская традиционная медицина насчитывает по разным источникам от 4 до 5 тысяч лет. Вот эта система, очень сложная система взаимодействующих между собой меридианов и так далее, да, по которым идут вот эти все воздействия, в том числе воздействие фитопрепаратов, кстати. Да? Значит, вот эту всю сложность начинают понимать, ну, опять же, наверное, только с самого конца 20-го, с начала 21 века. Более того, только сейчас в очень малой степени мы начинаем понимать механизмы всех этих взаимодействий, механизмы всех этих воздействий. Значит, поэтому ну, в научном сообществе, которое занимается этими проблемами, даже бытует такая точка зрения, она может быть не совсем научная, что вот те знания меридианов традиционной китайской медицины, которые появились там несколько тысяч лет назад, что, может быть, они были даны сверху. Потому что объяснить, каким образом на уровне знания о медицине, о теле человека тех тысячелетий, как возникла вот эта сложнейшая система, ну, мы пока не можем. Мы пока не можем. Подсказка была дана, да. Люди это подхватили. Да. Да. Но та же тибетская медицина и тоже строится. Да, но до недавнего времени, да, вот вся китайская, тибетская
японская, то есть вот эти восточные ветви традиционной медицины, они ведь эмпирические были на самом деле. Для того, чтобы действительно выучиться работать врачом традиционной китайской медицины, и сейчас учиться надо не 6 лет, как у нас. Минимум, они считают, 20-25 лет. И это годы не просто теоретической учебы, это годы практики. Потому что, еще раз повторяю, на самом деле до сих пор традиционная китайская медицина – это медицина эмпирическая. Мы вернемся к вашим исследованиям, да, и хочу вернуться к началу нашего разговора о воздействии воды, да, поскольку это сегодня актуально. Мы из школьной программы знаем, что человек состоит из воды. Да. Да, вы сказали то, что все, что происходит и окружает нас, влияет на нас так или иначе. Полнолуние, люди начинают там эмоционировать, да. Магнитная буря. Магнитная та же, буря да, даже, да. Да. Это что тогда? У некоторых проистекает нормально, да, а некоторые, ну, в смысле, не так это воспринимают, это значит, у них аура такая плотная, и они менее восприимчивы. А есть люди, которые буквально на все реагируют. Или они находятся не в том поле. Что такое аура, да? Значит, все структурированные молекулярные комплексы, они при воздействии внешнего раздражителя, они способны излучать. Да? Поскольку наш организм, мы уже в третий раз с вами повторяем, в основном состоит из воды, значит, основным излучателем является вода. Конечно, белки и другие молекулы тоже излучают, но вклад воды, он доминирующий. Значит, то есть вот это то, что мы говорим аура, это фактически и есть то самое квантово-механическое резонансное излучение структур воды. Структур воды, которая, собственно говоря, составляет основу нашего тела, включая не только там, соматические органы, руки, ноги и прочее, но и мозг и нервную систему. Вообще, вот если так вот эволюционно, значит, посмотреть, то первичная система, которая воспринимала сигналы окружающей среды и, соответственно, обеспечивала регуляцию всех процессов в организме человека, это даже не нервная система, тем более там, не эндокринная система, не иммунная. Это система, вот мы сейчас это уже понимаем, это система как раз структурированной воды. Мы подобную систему ведь можем найти не только в организме человека и животных, у растений. Есть система, так называемая средней пластинки. Это фактически в растительном организме вот те самые структуры соединительной ткани, в которых находится вода и которые являются антеннами, воспринимают внешние все воздействия и, соответственно, излучают. Поэтому ведь у нас ауру имеет и растения на самом деле. Это не только организм человека, да? Значит, дальше уже, по мере эволюции, формировались нервная система, гормональная система, иммунная и так далее. Но наиболее древняя и наиболее представленная в организме до сих пор – это система воды. А вот дальше можно уже отвечать на ваш вопрос. Почему такие различия? Очень много зависит действительно от того, в каком состоянии находится вода. Вот мы говорим, организм новорожденного, организм ребенка там чуть ли не на 90-80% состоит из воды. Да? Значит, вот эта вот способность этой воды к перестройкам своей структуры, то есть к восприятию внешних сигналов и, соответственно, к излучению, да, она будет выше. Во взрослом организме в процессе старения, во-первых, количество воды уменьшается, мы говорим, где-то до 70%, может даже меньше. Да? Дальше происходит изменение вот соединительной ткани в процессе старения. Да? Вот почему очень важно, вот вы упоминали пример женщин, косметика и так далее, да? Сохранять подвижность, мобильность коллагеновых волокон соединительной ткани. Да, я про это. Вот, в том числе про это, да, но на самом деле это имеет отношение не только к прекрасному внешнему виду женщины, к косметике, это имеет отношение напрямую, да,
к восприятию внешних сигналов организмом человека и, соответственно, формированию реакции. Почему? Вот мы сказали, что, значит, это электрические провода. Но если эта оболочка электрического провода становится очень жесткой, не гибкой, значит, меняется скорость проведения импульса, то есть фактически электрического сигнала по этим проводам, вот, которые, собственно говоря, и являются наиболее эволюционно древней и наиболее важной системой восприятия сигналов и формирования реакций. Вы же говорите, субстанция, вода, да, что она несет информацию. Получается, женщина в положении, она должна всячески себя оберегать, потому что ребенок потом будет все помнить. Она должна не просто себя оберегать, нет, не надо себя оберегать. Понимаете? Адаптивный потенциал организма будущего ребенка формируется действительно в чреве матери, да? Но там должны преобладать положительные эмоции. И вот совершенно правильно говорят, что женщина в положении должна слушать, например, классическую музыку. Да? Вот мы знаем, значит, прекрасные эксперименты японского нашего коллеги, значит, который, ну, там, это определенные технологии, значит, скажем, он брал воду и включал, допустим, там рок-музыку, да? Разную музыку. Что происходило со структурой воды. А потом включал классическую музыку. И как красиво формировались вот эти вот структуры воды. На самом деле это все происходит и в нашем организме. И вот, конечно, очень важно, чтобы женщина в положении, да, через воду на самом деле давала бы своему будущему ребенку только вот такие положительные эмоции, которые красиво структурируют воду, понимаете? Ведь слово «красиво» и «некрасиво», оно и к воде тоже относится. Вот когда там, скажем, человек ругается или, допустим, вот, там, в каком-то агрессивном состоянии, вода меняет свою структуру. И она это запоминает. Получается, не тело помнит, Поэтому а наша вода. Вода. Поэтому на самом деле человеческий гнев, да, прежде всего бьет по организму самого того, кто гневается. В первую очередь. Ну, конечно, и на того, на кого он направлен. Потому что безусловно. воздействует на его воду. Потому что воздействует на его воду. Совершенно верно. Через воду на самом деле, да, которая находится в атмосфере. И через звуковые колебания. Если мы говорим о там, матерных выражениях, о ругани и так далее, и так далее. Потому что, я уже сказал, вода воспринимает в очень широком диапазоне частот. От инфракрасного, от звуковых колебаний до близкого даже ультрафиолета. А как уберечься тогда вот от информационного шума, да? Если, допустим, ты уже состоялся и устоялся с этими людьми, да? Пусть и с агрессивными, пусть и нестабильными, пусть и чрезмерно эмоциональными. И через какое время я могу восстановиться? Ну вот давайте вспомним те же техники йоги. На самом деле они в первую очередь именно на это направлены. То есть мысленное формирование некого экрана вокруг себя, который бы не пропускал негативные эмоции, как люди говорят. На самом деле это те резонансные частоты негативные, которые в худшую сторону меняют структурирование воды. То есть расстраивает ее красивую структуру в организме человека. Да? Значит, вот, это техники действительно защиты. Вот йога – это защита. Есть и другие йога, хорошая музыка, природа. Да. Понимаете, не просто хорошая музыка. Вот, среди молодежи, там, например, поп-музыка тоже хорошая музыка, да? Или, допустим, там мы иногда там едем по городу в машине, и вдруг какой-то оглушающий гром. Это встречная машина. Я вообще не понимаю, как еще жив водитель этой машины, как он еще не оглох, потому что из динамиков это буквально на сотню метров все разносится. Да? Такая музыка, может быть, для этого человека она хорошая, но она разрушительная для воды. И мы можем потом показать прямо картинки. Значит, вот мы говорили, скажем, о японском нашем коллеге. Да? Значит, в Германии это совершенно другая культура, другая медицина, другие технологии. Значит, были проведены опыты
по влиянию эмоционального состояния человека на воду. Значит, экспериментатор занимался изучением структуры воды. Значит, вот в нашей книге мы этот пример тоже описываем, он известен в литературе. Значит, в это время, значит, ему там позвонили из дома и сказали, что что-то там случилось, то ли трубы лопнули, то ли еще что-то. В Германии тоже такое бывает, не только в России. Вот. А, значит, он продолжал свои эксперименты со структурой воды, потом, значит, уехал домой, приехал, и когда начал проявлять, выяснилось, что вот в тот момент, когда ему звонили и сообщили вот эту негативную информацию, вода на его экспериментальном столе это все восприняла, и ее структура разрушилась. Просто разрушилась. Я могу этот рисунок показать. Вот, пожалуйста, извините, перебил. Значит, реакция психологического состояния экспериментатора на структуру высушенной капли воды под темнопольным микроскопом. Вот это положительные эмоции, когда он спокойно работал. А вот это ему позвонили. Вот с этой самой негативной информацией. Вода, вот она у него была на столике микроскопа, видите, как изменилась. И быстро меняется. Мгновенно. Хорошо. А если этот человек через час начнет заниматься йогой? Если он успокоится, да, да, вода примет такую структуру. Все поправимо. Конечно. Понимаете, вода – это вот первичный приемник и первичная излучающая антенна. Да? Дальше эти импульсы, вот мы говорим о том, что регуляция вся обмена веществ в организме человека – это ведь многоуровневая система. Да? Значит, дальше вот эти изменения в системе воды, они уже транслируются в структуру центральной нервной системы, и при длительном или при многократном таком воздействии уже начинает запоминаться на уровне нейронов головного мозга. И, соответственно, потом спускается на эндокринную систему, иммунную систему и так далее. Но получается вода, поэтапное влияние. Не просто поэтапное, это именно многоуровневое влияние. Но первичный рецептор и излучающая антенна – это вода. Потом эти сигналы при частом или там, при длительном воздействии уже могут запоминаться в структурах нервной системы, потом эндокринной, иммунной, и возникает болезнь. Посмотрела фильм «Великая тайна воды», там приводится пример. И в этих статьях тоже, что берут 2 стакана, а в фильме сидели ученые, у всех была вода, все не могли понять, почему эти люди все попали в больницу. Они, оказывается, как раз-таки проводили исследование научное, что какой-то там заговаривали эту воду, и вода стала причиной болезни. Научные исследования показали, что состав такой же, H2O, химический состав. Да? И тогда они доказали, что вода имеет память, вода запоминает то, что говорит. Это говорит о том, что, ну, допустим, мы с вами будем сидеть, у нас по стакану воды, вот у нас есть тут стакан воды, да, и если мы будем ругаться над этой водой и потом выпьем, нам станет плохо. То мы получим отрицательное воздействие. Насколько оно будет мощно и насколько потом запомнится, это зависит уже от индивидуальных особенностей организма того человека, который эту воду выпил. Но воздействие этой воды, однозначно можно сказать, оно будет отрицательным. И если этот человек, вот, который эту воду выпил, уже находится, знаете, в 3-м состоянии, говорят, он уже не здоров, но еще не болен, в состоянии предболезни, да? Вот тогда, в полном смысле слова, этой капли воды может хватить для того, чтобы начало развиваться то или иное болезненное состояние. Если же этот человек находится в состоянии хорошего здоровья, то этой капли воды может не хватить для того, чтобы все перестроить.
То есть дальше зависит от индивидуальных особенностей самого человека. Но то, что эта вода несет отрицательную информацию, которая может при определенных условиях спровоцировать болезнь, да. А сейчас очень много говорят еще про то, что тело помнит, да, что она перерождается, что оно уже старое. Как вы относитесь вот, к этому, как воспринимаете, что вы говорите, вода запоминает, да? Очень многие психологи говорят, тело помнит. Уровни запоминания их тоже несколько, безусловно. Но самым первичным, самым быстро запоминающим устройством является вода. Потом эта информация, да, она может аккумулироваться уже в структурах нервной системы, в межклеточных взаимодействиях, в эндокринной системе и так далее, да. Но вот этот первичный рецептор – это вода, все равно вода. Нейроны головного мозга, на самом деле центральной нервной системы, да, они не могут так быстро эту информацию запомнить, а вода может. А подсознание? Представьте себе, да, это несколько миллиардов клеток. Ну, казалось бы, несколько миллиардов. Ну и что? Сейчас у нас суперкомпьютеры там, да? Но каждый нейрон имеет до 20 тысяч контактов с соседними нейронами. Представляете, какая сложная система? Причем они все подвижны. И вот это основа действительно, во-первых, памяти, не только памяти, в том числе формирования подсознания. А вот то, что мы дальше проявляем, это и есть сознание. Все, что остается запомнено, но не проявлено, это подсознание. Но, еще раз повторяю, первичным рецептором, то есть первичным воспринимающим устройством сигналов всей внешней среды является вода. Потом эта информация передается уже в мозг. Хорошо, я правильно понимаю? Значит, нужно успокаивать свою воду, чтобы вот это все не осело в подсознании. Правильно. Но только под словом «успокаивать» я бы опять вот тут немножко по-другому сказал, да? Позволить воде красиво структурироваться. Как красиво. Понимаете? Вот красиво структурировать. И не позволить воде разрушить свою структуру. Хорошо, давайте тогда переложим наш разговор в реальность. Отстаивать свои личные границы. Мы же все равно нарушаем структуру воды, говоря, что мне это не нравится, да? Либо отстаивать свою правоту, да? Возможно, какая-то клевета, ссора и так далее. Или нужно постоянно уходить, думая о своей воде, и не дай бог там осядет все подсознание. Нет. Свою позицию, свое понимание, да? Свое личное пространство, конечно, обязательно надо отстаивать. Но стараться делать это спокойно, без гнева. Понимаете, можно отстаивать там свое какое-то понимание, опять же, границы своего личного пространства, не гневаясь, не оскорбляя визави. Вот это важно. Тогда вода свою красивую структуру не меняет. А воздействие другого человека, его крики, его отстаивание, его правоты. Да. Он же может воздействовать? Может воздействовать, но при этом тот человек, который вот это воспринимает, он должен стараться себя огородить, чтобы это все равно не вызвало у него негативных, отрицательных эмоций. А можно это натренировать? Можно. Ну, те же техники той же йоги, и не только йоги, да, они ведь как раз это призваны делать. Это психогенные техники. Потому что Совершенно сейчас верно. тоже в сети гуляет такое видео, да, где можно, оказывается, отстраниться, если вы там представите какой-то что вы под каким-то куполом, и даже агрессивная собака увидит это, почувствует и обойдет стороной. Совершенно верно. Это как раз одна из наиболее сейчас распространенных, так вот в народе, да, психогенных техник. Совершенно верно. Вот такого рода психогенные техники, они как раз и защищают воду от излишне интенсивных негативных воздействий, воду в организме я имею в виду, со стороны окружающей среды.
со стороны другого человека, со стороны тех же диких животных. Совершенно верно. Тогда религии, традиции, все строилось на этом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Молитвы, Мировые благодарность религии. перед потреблением пищи. Конечно, конечно. Даже, значит, ну вот посмотрите, буддийские мантры, например, да? Ведь там же определенные резонансные частоты. Это же не просто там вот произношение каких-то слов, может быть, для нас непонятных, это именно в определенном частотном звуковом диапазоне. Правильно? Правильно. Они как раз совпадают. Поэтому с их стало резонансными очень спектрами много воды. сейчас, допустим, в сети, успокаивающая музыка. Да, да. Приурочено к определенным частотам. Одно из ваших исследований – это как раз-таки воздействие. Вот вы об этом рассказываете, что изучается китайская медицина, воздействие, да, и вот именно подкожную воду. Именно с точки зрения механизмов действия на организм, Да. вот через структуры воды. О Вот которых эти мы с вами проводники, говорили. и вы в предварительной беседе мне показывали ручки. Да. На первый взгляд, обычные ручки в деревянном футляре. Но оказалось, что в своей работе вы даже написали книгу по исцелению от зависимости. Это методические рекомендации, которые были утверждены нашим республиканским Минздравом. Совершенно верно. Вот эти вот ручки с виду, как вы сказали, это, значит, устройство, которое было создано, это авторская техника, Которая лечит от зависимости алкоголизма, табакокурения и лудомании, от всех зависимостей. Да. Значит, эта техника была разработана сотрудниками Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. Значит, в чем там, собственно, изюминка? Это очень тонкая техника, которая на выходе, там, значит, источник электроэнергии просто несколько батареечек маленьких. Вот как у нас в часах, например, стоит, да? Но самое главное, что, значит, этот импульс, проходя через определенную систему полупроводников, преобразуется в так называемый широкополосной импульс, который охватывает как раз весь диапазон излучений воды в организме человека. Тоже воздействие на воду. Тоже через воду в организме человека. Но в конечном итоге, зная, по каким вот выходам этих жидких проводов, о том, что мы уже говорили, на теле человека, там по точкам на пальцах, например, да, на голове, значит, мы выходим как раз на структуры нейронов головного мозга и по определенной методике тестируем именно те участки в голове человека, в которых запомнилась та или иная зависимость. Это не только химические зависимости, это не только алкоголизм, там, наркомания, да? Значит, это и так называемые физические зависимости, психофизические зависимости, лудомания, там, допустим, синдром преследования, там, Тревожности. синдром тревожности, да, и так далее, и так далее. И дальше уже, вот при определенных манипуляциях вот этой самой ручкой, мы стараемся добиться того, чтобы разрушить уже в структурах головного мозга, но транслируется, повторяю, через воду все, да, разрушить вот эти комплексы нейронов, в которых запомнилась эта зависимость. А сколько человек исследовали? Ну, более 5000. Не просто исследованных, пролеченных. 5000 исцелились? Даже больше. Почему тогда Эти эта работы- ручка в деревянном футляре не стала массовым продуктом? Значит, эти работы мы все проводили, естественно, на базе нашего наркологического диспансера. Тогда еще главным врачом была Катышевцева Полина Анатольевна, и организатор прекрасный, умница, врач, ну, во всех отношениях удивительный и первоклассный специалист. Вот. Значит, почему не стало? Здесь несколько причин, я назову одну.
Значит, вот то производство в Новосибирске, которое занималось производством этих приборчиков, вот оно, скажем так, практически сейчас не работает. То есть мы успели, когда вот это производство работало, значит, для нашей республики где-то, по-моему, 3 такие ручки закупить. 2 ручки находятся у специалистов-наркологов, психиатров, я не могу называть их имена, это другой разговор, 1 вот у меня. Вот. Это производство прекратилось. Значит, лечение идет. Там есть и другие причины, почему. Ну, давайте так, не для нашего разговора, хорошо? Хорошо. Это причины уже совершенно другого уровня. А лечение идет? Значит, в отношении... Эти 2 ручки приносят пользу? Я не могу сказать. Это собственность тех людей, у которых они есть. А есть ли альтернативный вариант воздействия на сознание, подсознание, на воду человека, чтобы человек, ну, если мы заговорили о зависимости, избавился от этой зависимости? Принципиально есть. Но, понимаете, вот те технологии, которые сейчас в мировой наркологии, да, распространены и работают, в том числе и в нашей, они ведь, к сожалению, направлены, скажем так, на клиническую симптоматику, но не направлены на устранение первопричины. Вот поймите, что такое формирование, скажем, зависимости, ну пусть той же алкогольной, да? Значит, это в нашем мозгу. Вот я уже сказал, что это чрезвычайно сложная система, да? Но, значит, которая, кстати, еще и подвижна, и на этом работает наша память. И вот в определенных участках мозга нейроны между собой образуют не просто подвижные такие комплексы, а связь между ними становится очень прочной. Это как льдинка в жидкости. И вот эта льдинка, межнейронный кластер, начинает брать на себя управление всем организмом. А подкормка этой льдинки – это вот то воздействие, которое его породило. Если мы говорим об алкоголизме, значит, это человек вынужден потреблять определенные дозы алкоголя, чтобы подпитать эту льдинку, чтобы сохранить эту льдинку. Сама она не разрушается практически. Поэтому и говорят врачи-наркологи, что наркологические болезни неизлечимы. На самом деле излечимы, если определенными воздействиями растопить эту льдинку. Вот та ручка, о которой вы говорили, которую вы видели, она как раз позволяет растопить эту льдинку. То есть убрать первопричину. Не симптоматику убрать, а первопричину. А я спросила, без этой ручки, ладно психотерапия, ладно терапия, да, какими еще методами восточной медицины, китайскими? Очень грамотная психотерапия может такие льдинки растопить. Но это очень грамотная должна быть психотерапия, которой владеют, ну, я не думаю, что большинство психотерапевтов. Понимаете? Вот. А методами китайской традиционной медицины, насколько я знаю, такие попытки есть. Говорить о их распространенности, эффективности я пока не могу. Пока не брались. Но теоретически методами традиционной китайской медицины, опять же, через воздействие по водным каналам, такое сделать возможно. Как себя укрепить? Вот какие рекомендации вы бы дали? Ну, я бы сказал так. Значит, насколько я, мои коллеги это понимаем, прежде всего надо беречь собственную воду в своем родном организме. Что для этого надо? Надо ее беречь со всех сторон. Ну, во-первых, значит, не подвергать самого себя избыточным эмоциональным негативным стрессам. Да? А для этого вот те самые психогенные техники, о которых мы немножко с вами в нашем разговоре затронули. Да? Формирование того же защитного купола. Еще говорят защитный скафандр и так далее, и так далее. Да? Ну вот на сегодня
только такое. То есть это психогенные техники. Вот. Возможно, конечно, и с помощью некоторых методов традиционной китайской медицины. Это тоже возможно. Но это отдельный разговор. Борис Моисеевич, спасибо большое за беседу. Действительно, все оказывается так просто. Поговорив с вами, тогда я еще поняла, как сейчас говорят, мне этот мир стал понятен. Оказывается, нужно не только уходить от агрессии, каких-то эмоциональных состояний, но также укреплять свою защиту, укреплять свою внутреннюю опору и беречь свою воду. Да. Спасибо вам за приглашение.